вот эти все факты, вот все это собрано, вот вся вот эта вот ненависть, это ненависть, запущенная с определенного источника, источник непонятен. Я только искренне говорю, тут вот сидит ныне замминистра, я не буду. Я просто жалею, что он вляпался в это дело, откровенно говоря, потому что ни в одном месте там, такие, как вот этот, находили там, вот такие вот ходили там, о которых можно легенды рассказывать, а тут один из этих людей. Вот, и вот не надо было просто вляпываться, потому что мне кажется, что сегодня в этой сложной ситуации надо искать какие-то, вот я говорю, пути для того, чтобы люди все-таки лучше понимали друг друга, и где-то даже, может быть, даже содействовали и понимали все это. Материалы эти все 2014 года, мая месяца. Прошло 2 года с той поры. Это все вытащено. Это вытащено как фейк, о котором, может быть, скажет Владимир Леонидович, многие не скажут фейк о том, что Союз журналистов России это иностранный агент, потому что он живет исключительно на деньги какого-то там американского стручка, которого там назвали Джонсон или что-то еще такое. Да? Это же надо, в общем-то. Потом я звоню своим журналистам, я говорю, Бутионов, вам же огромные деньги давали. Вот я тебе просто говорю, как вы эти деньги потратили? Вы дали бы первичным организациям. Он пошел Богданову выяснять. Богданов, он спрашивает, где моя доля у Богданова. Богданов очень удивился, дальше у Богданова искать нельзя было эту долю. Вот на этом все выстроено, вся эта цепочка. Поэтому дальше ход будет такой. Уже идет по всей России, уже идет в журналах, уже идет везде, в общем-то, так сказать, люди дают свою оценку. Я не исключаю, что будет оценка где-то у кого-то близко к этому НТВ. Но в целом те люди, которых я знаю, а их очень много, этих людей, это не либералы, это обычные люди, это не то, что радикальные либералы, которые там в «Эхо Москвы» или где-то еще, это обычные журналисты. Эти люди, в общем, свою реакцию будут дальше высказывать, создали на ровном месте скандал, провели спецоперацию, которая, в общем-то, ничем хорошим ни для кого не кончится. Для нас это трата нервов, потому что ничего радостного я в этом не нахожу. Сидеть здесь именно по этому поводу и отвечать на вопросы людей, зная, что там все ложь, абсолютная ложь. Будет юридическое развитие. Тут сидит один клиент, который уже 2 суда проиграл, он уже стал источником, в общем-то, обогащения для Якутска вечернего. Вот, один из тех, кто принимал участие в этой передаче. Вот. Мы и дальше пойдем этим путем. Потому что людей, которые, в общем-то, я говорю, так, злонамеренно, вот таким образом пытаются подорвать просто репутацию, я-то знаю, что мне вообще, грубо говоря, я мог плевать на это дело. Я 50 лет живу в Якутии, и меня тут каждая собака знает уже. Меня каждая собака знает здесь, знает, какой вред я принес и как я работал на Пиндосе. Я бы мог вспомнить здесь и издательство, это дом построенный, и газеты, и журнал, который был самым высоким тиражом, и газета, которая была самым высоким тиражом, и многое-многое другое. Что эти люди сделали? Хорошо. И последнее. Вот я тот человек, который считает, что не надо накалять антиамериканизм. Я считаю, что это, в общем-то, слава Богу, я вот сейчас нашел, вот буквально на днях, Игорь Иванов. Да, у нас будут сложнейшие отношения, Америка не конкретно, те еще тоже перцы, те еще ребята. Но с другой стороны, в общем-то, выхода-то нет. Надо будет все равно же, в общем-то, искать какие-то пути. И вот, тот, кто из вас прочтет, почитайте Игоря Иванова. Выйти из нынешнего кризиса будет сложно, но первые шаги очевидны. Почитайте, пожалуйста, это в независимой газете. Это умный, аналитический, интересный материал. Там нет никаких, в общем-то, этих самых, там все реально. Там нет такого восторга перед Америкой или еще чего-то такого. Но там он реально ищет какие-то шаги для гражданского общества. Это один из ближайших подвижников Путина. Я думаю, вы это знаете. Значит, это там ищут выходы. И надо ли подливать просто масло в огонь вот такими бездарными, абсолютно никчемными, оскорбительными спецоперациями. Все, спасибо, жду вопросов. Я думаю, такие вещи надо обсуждать спокойно, потому что мы видим, что ничего хорошего,
фактами или даже не фактами, нет. И особенно грустно, когда в регионе начинает разбираться по этому кампания. Те, кто из нас постарше, наверное, помнят многие события, которые были в 1991 году, и те, кто слишком рьяно ввязывался в какие-то вещи, да, он, в общем, пострадает. Поэтому я призываю всех как-то спокойнее, да, смотреть на факты, потому что когда у меня спрашивают, вот правда Якутскую вечернюю, в первую очередь надо спросить читателя Якутскую вечернюю, кому полезна эта газета. Американцы гробу видели все наши газеты, они интересуются собственной страной в первую очередь. Вот. Но это то, что я хотел сказать. Я думаю, что разумно будет вопросы, ответы. Пожалуйста, я готов. Почему до сих пор подали в суд? А? Раз все ложь, почему до сих пор в суд не подали? Значит, ну, вы понимаете, очень хитро, вот вас тут учили, друзья мои, да? Очень хитро сделан материал. Там нет ни одного факта. Но там сплошные оценки. А за оценки в суду привлечь нельзя. Значит, находится свобода слова. Значит, Сейчас разбирают эти документы, где мы делаем стенограммы, подсрочники. там нельзя Время привлечь. прошло достаточно, пора будет сделать. Ну, это вещи, с которыми... В общем, юридическая сторона этого дела мы сейчас изучаем. Обсуждение фактов. Итак, мы изучаем юридическую сторону. Мы очень тщательно ищем сейчас все зацепки. Это не только мы ищем, и в Москве ищут, там сейчас ищут, потому что ответ должен быть достойный этим людям. Но само по себе там достаточно опытные ребята, юристы в этом самом ТВ. Они так выстраивают программы, что к ним очень трудно придраться. Вот вы посмотрите, там фактов же нет, вот оценка, вот Левин, вот дали материал ненависть, вот Левин написал 2 материала, потому что ему дали кредит. Ну, что вы здесь? К чему придраться Ну, здесь? в союзе журналистов заявление написано. Заведомо ложные факты. Конечно. Это юридический термин. Но это заведомо ложный. Но это мы будем доказывать, но это для суда, это, к сожалению, мы будем доказывать. Я вас уверяю, что я не, вот я не знаю, как другие люди, но я таких вещей никогда не прощал, в своей жизни не прощу. Можно? Да, вот Родецкий. Да. Ну вы же вот правдоруб же, вот документы, кстати, НТВ. Давайте. Вечерний никогда не получал кредитов, да? Значит, то есть кредит получал, никаких грантов не получали. Открываем 2006 год, МДЛФ. Да. Значит, вот смотрим. Якутская вечерняя Раша. Тренинг какой-то, 3000 евро. Какой тренинг проводили, не знаю, куда они ушли. Еще один. Якутская вечерняя Раша, Non-Functions, Конгресс, какой-то я по-английски не понимаю, 1115 евро. Окей. Nordpress, это гранты указывают. Travel, грант, семинар, 2390 евро. Это гранты. И самое интересное, давайте посмотрим, здесь этот кадр все не вошло у них. Вот, 2007 год. Nordpress, грант, Гватемала, 1000 евро. Что вы смотрите, делали? Хорошо, я делаю. Я Очень там проходили семинар. Вот еще здесь, да, Гранд Медиа Форум конференц, 1334 евро. Nordpress, Россия, 2007 год. Значит, давайте, все у вас там, да? Да. Вот это же не кредит, это же гранты. Нет, я сейчас отвечу. Во-первых, это не грант, а Якутский вечерний получил европейскую премию. Он получил европейскую премию. Очень долго ребята сидели. Эта премия дается за свободу слова. И вот это единственная премия, которую эти люди показали, о том, что вот он получает европейскую премию. Но они не показали о том, что он получил премию правительства и получил за эту премию правительства тоже 1 000 000 рублей. У Якутска вечернего он получает гранты, вот когда Виталия спросили эти люди, он, может быть, сам расскажет, вот, как вас сам Газдеп подпитывает. Он им сказал, от кого мы получаем гранты. Мы получаем гранты от московских каких-то структур, и это совершенно другое дело. Я могу буквально одно слово. Коллеги, могу рассказать о некой практике. Ну, например, в прошлом году Союз журналистов России участвовал в многочисленных встречах в Женеве в рамках ООН значит, собирали журналистов из России, собирали журналистов из Украины. То есть все официально через Министерство иностранных дел и через ООН. Понятно, кто поедет из российских журналистов в Женеву может поехать? Нет, конечно, это все проводилось как некие гранты, это все оплачивалось. И очень часто в документах это непонятно как. Да, это всего лишь напросто документ, значит, билет, гостиница, да, и там какие-то могут быть командировочные расходы. Участвовали у нас представители государственных, там разных. Какая-то практика достаточно часто бывает. Особенно когда суммы небольшие. Вообще, действительно, 1300 грантов. Вы представляете себе вообще, так сказать, там
там, да, на фоне того, что происходит. А газета получила, я, к сожалению, вам не могу ответить, но вы мне этот свой список дадите, Городецкий. Вам по каждому этому вам дадут полное разъяснение. Потому что вечером... Да, давайте вам по каждому. А это вот 3000, это была премия, которую получила вечерка, европейская премия. В другом месте вы гордились этим, что есть газета, которая работает по международным стандартам.